Мельдифт Кюнтеюрмет. Сегодня в рамках рубрики «Хальмык Мама» хочу рассказать вам, как мы с дочей играем в прятки на родном языке. Прятки – это универсальная игра. В нее любят играть как малышарики, там 6 месяцев, так и дети школьного возраста, так и взрослые. Она не требует финансовых вложений и при этом при кажущейся простоте дает ребенку очень много. Ребенок развивает умение ориентироваться в пространстве, да, ориентироваться на месте, развивается внимательность, наблюдательность, идет постоянный анализ, сравнение предметов между собой, да, анализ ситуации, помещусь ли я там, допустим, в эту коробку или будет ли меня видно за этим деревом, успею ли я там добежать до угла дома, да, пока ведущий считает. В общем, плюсов у игры очень много, и также этой игры очень много вариантов и разных правил. Давайте сегодня рассмотрим два варианта. Классический, когда кто-то кого-то ищет, кто-то прячется, да? И второй вариант, когда мама прячет игрушку, а ребенок ее ищет. Для классического варианта у нас следующая лексика. Основные два глагола, да? Прятаться, бултха, и искать, хэха. Примерные фразы, которые могут использоваться в игре. Там, я спрячусь, а ты меня ищи. Да? Бибултна чинамагахэ. Или ты спрячься, я тебя буду искать. Чибулта бичамагахэна. В процессе, да? Ты где? Ты где? Ку-ку, альдепэнач, хамадэнач. Или слова ведущего, да? Неган хойр гурун дерван таван би хаджанев. Допустим, я тебя вижу, да? Бичамагуш джанев. Или я тебя нашел. Бичамага ольджавув. Вот, в принципе, вот эти базовые фразы. Да? Для второго варианта рассмотрим лексику. Второй вариант у нас с дочей сейчас более популярный. Она очень любит, когда я прячу игрушки. Чаще всего это вот наш Мишка. Кстати, его зовут Аюка. Мендефт. Вот, то есть я прячу Мишку, она ищет. Поначалу, когда мы только начали играть, именно в этом варианте я прятала игрушку у нее на глазах. То есть таким образом у нее формировался вот этот навык поиска. Потому что не все дети, то есть вообще дети изначально, пока не понимают, да, вот причинно-следственных связей, они не понимают, что нужно идти искать. И когда мама на глазах у ребенка что-то прячет, а потом проговаривает, что нужно искать, они ходят вместе и ищут, у ребенка закрепляется этот навык. И потом уже, конечно, можно уже там отворачиваться или просить ребенка, чтобы он закрыл глазки, да, и прятать игрушку. Сейчас мы на этапе, когда я уже отворачиваюсь, она не всегда видит, куда я прячу, то есть она видит направление, куда я иду, допустим, к кровати, да, и при этом я, когда прячу мишку, я там, допустим, вот так спрятала, да, чтобы одна лапка, было видно одну лапку, да, или ножку. То есть, чтобы она все-таки заметила. Так как если полностью игрушка спрятана, ну, ей это еще пока очень тяжело. Ну и переходим к лексике. Опять у нас два основных глагола, да? Прятать, бултулха, искать, хэха. Какие фразы? Допустим, я спрячу, а ты ищи. Би бултулнав чи хэ. Или наоборот, да, ты прячь, я буду искать. Чи бултулы би хэнев. В процессе, да, допустим, ты видишь, үждянч, или ты увидела, үзюч. Чем хорош этот вариант? Тем, что ребенок подспудно или вот, в процессе игры он может выучить, и он выучит название мебели, название каких-то крупных предметов, так как мама поначалу, да, будет это озвучивать. То есть давать своего рода подсказки, да, на калмыцком языке. Допустим, там, ну вот какие предметы мебели, да, у всех есть. Там кровать, или орндык, да, можно говорить и так, и так. Там, что еще, холодильник, да, китрюляче, телевизор, ну он так останется, телевизор, стол, шире, стул, сандл. То есть вот эти предметы мебели,
мы как бы даем направление, да, там можно просто называть там орындык, все, дали направление ребенку, он идет, так, кровать, подошел к кровати, ищет. И дальше мы уже начинаем сужать зону его поиска и начинаем использовать послелоги. В калмыцком языке послелоги, в русском языке предлоги. То есть в русском языке предлоги, пред, перед, они стоят перед словом, которое обозначает там место или предмет. А в калмыцком языке послелоги, то есть после стоят после слова, обозначающего предмет или место. Ну, грубо говоря, допустим, по-русски мы говорим «на подушке», да, а по-калмыцки это будет звучать как «подушки на». Вот. И, соответственно, ну вот, давайте на примере подушки как раз и рассмотрим, да, на подушке. Допустим, дер, дере. Под подушкой дер, дор. В подушке, внутри подушки, то есть там внутри наволочки, да, дер, дотер. Перед подушкой дерин ömen. За подушкой, да, дерин арде. Справа от подушки дерин барунталда. Слева от подушки дерин зюнталда. И возле подушки, около подушки, да, дерин öre. Вот. А когда вы используете послелоги, вы, во-первых, сужаете место поиска, во-вторых, ребенок запоминает, да, когда играете в самый первый раз, ну и вообще поначалу, чтобы ребенок привык, обязательно показывайте ребенку, проговаривайте вместе с ним, то есть чтобы он видел, что значит дердере. Он же может подумать, что он под подушкой, то есть вы показываете, вот, Аюка там, или кукла сидит на подушке, да, дердере, дере. При ежедневных занятиях хватает, в принципе, вот 10-15 минут. Ребенок запоминает название мебели, название предметов на калмыцком языке, уже понимает, ориентируется в пространстве именно на калмыцком языке, то есть у него начинает идти, развиваться мышление на родном языке, что, конечно, очень и очень важно. И еще хотела бы сказать, некоторые мамы мне говорят, ну, там, я не умею там говорить на калмыцком языке, там, то есть там я не свободно говорю, там я знаю всего пару слов, там, чему я смогу научить ребенка. На самом деле есть выход, и если у вас есть желание научить ребенка родному языку, поверьте, вы, приложив усилия и фантазию, вы сможете научить, даже если изначально вы не говорите на языке. Начните с игр. Ребенок познает мир через игру. И ему может хватить 10-15 минут каждый день, то есть постоянство, да, стабильность. И ребенок привыкнет к звучанию языка, начнет понимать. И плюс, да, то, что у вас появится желание больше узнать слов на калмыцком языке, чтобы играть как можно больше игр, да, расширить свой диапазон, расширить свою лексическую базу. Поэтому постоянство, еще раз постоянство. На этом завершаю свое видео. Надеюсь, было очень полезно. Вы многое для себя почерпнете. И сәлменді бір тақырги.